Приветствуем вас на канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по важным вопросам с интересными и знающими свое дело людьми. Делаем мы это для того, друзья, чтобы самим лучше разобраться и вам помочь понять, что происходит вокруг нас, почему и как к этому можно относиться. Сегодня мы поговорим о ситуации, которая уже переросла в системный кризис. Кризис выборов, кризис доверия, кризис отношений между Камратом и Кишиневым. Почему Министерство юстиции обращается в Конституционный суд? Почему выборы в Народное собрание Гагаузии оказались заблокированы? И главное, это правовой конфликт или политический? И может ли быть из него выход? Если да, то какой? Это «Единомышленники», друзья. И мы начинаем, но перед этим попросим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, этим самым вы помогаете нам продвигать наш проект, а мы вам за это благодарны. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии юрист, политик, государственный деятель Александру Тенаси. Александру Тенаси в разные годы занимал ключевые должности в системе правосудия Республики Молдова. Бывший председатель и судья Конституционного суда Молдовы, бывший министр юстиции Республики Молдова, один из авторов и активных участников реформ в сфере верховенства права, эксперт в области конституционного права и функционирования государственных институтов. Известен своими принципиальными позициями по вопросам верховенства закона, баланса власти и конституционных механизмов в Республике Молдова. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Я очень рад снова здесь быть у вас. Это для меня всегда радость вас увидеть. Спасибо. Просто столько событий, которые требуют какого-то мнения именно юриста-специалиста для того, чтобы, как мы сказали в самом начале выпуска, и мы, и граждане смогли разобраться в тех вопросах, которые сегодня лежат на повестке дня жизни Гагаузской автономии. И начать мы хотели бы с события, которое произошло совсем недавно. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд с просьбой рассмотреть соответствие Конституции некоторых статей закона об особом правовом статусе Гагаузии. Но закон действует на протяжении уже 30 лет. Почему сейчас Министерство образования обратилось в Конституционный суд? Что стало триггером? Министерство юстиции. Да, Министерство юстиции. Закон-то действует уже более 30 лет, но эти поправки, которые стали предметом обращения в Конституционный суд, они были введены в закон в 2001 году партии коммунистов. Поправки на самом деле очень странные сами по себе, потому что они на самом деле превращали саму идею автономии в какое-то квазипараллельное государство. Автономия — это не означает, что каждый имеет право печатать свои деньги, каждый имеет право создавать свои армии, создавать свои суды, взимать налоги и так далее. Все-таки страна остается централизованная. Есть определенные институты, которые действуют на национальном уровне, и есть определенные институты, которые действуют на местном уровне. И когда, например, ввели в закон положение о том, что, например, назначение судей происходит с разрешения местных властей, это возникло очень много споров, поэтому Конституционный суд еще в 2002, по-моему, году признал эти положения неконституционными. Либо назначение прокурора. Скажите, а почему прокуроры должны назначать с ведома местных властей, будь то Гагаузия, будь то какой-то район или город Кишинев? А вы вот ответьте на вопрос, почему не должны? Я вам скажу почему. Потому что такого рода чиновники, они действуют по закону, и они никоим образом не соприкасаются и не должны согласовывать свои действия с местными властями. Если произошло какое-то преступление, прокурор должен его расследовать, независимо от того, кто является главой того или иного региона. Прокурора Кишинева, вы что думаете, что его назначают по согласованию с мэром Кишинева? Да никогда в жизни. Никто его и не спросит. Тут эти системы, правоохранительная система. Или давайте посмотрим на налоговую службу, да, например, таможенная служба. Скажите мне, пожалуйста. Когда-то была и таможенная служба здесь. Слушай, а все равно все деньги, которые взимает таможенная служба, они идут в национальный бюджет. Потом они уже перераспределяются. Чисто технически это так работает. Почему, например,
местные органы власти, опять, будь то Гагаузия, будь то Кишинев, должен как-то вообще соприкасаться и иметь какое-то отношение к взиманию налогов. Вот в чем его компетенция? Местная власть должна заниматься местными делами. Но местная и региональная в нашем случае это очень разные вещи. Ну, это местная власть. Это местная власть. Региональная, потому что это в рамках автономии. Ну, В автономии есть региональная власть, есть еще местная я власть. понимаю. Ну, на уровне сел вы имеете в виду. Конечно. Но если мы посмотрим на Кишинев и Камрад, это местная власть. Люди, которые сами решают свои проблемы. Сама суть автономии, она была, чтобы люди смогли свою культурную, национальную идентичность сохранить. Это первый аспект. Что могли сами решать себе, как здесь обучаться, где построить школу, где построить садик и так далее. Но когда мы говорим о определенных атрибутах централизованного государства, это армия, это финансовая система, это полицейские, это налоговые службы и так далее, это централизованные институты, они должны действовать одинаково во всей стране. Одинаково, без никаких... Но глава таможенной службы, он не имеет права вообще с кем-то согласовывать свои действия. А в чем интерес, скажите мне, пожалуйста, контролировать главу таможенной службы? Вот у меня вот такой вопрос. Если у тебя нет никаких задних мыслей, не собираешься там заниматься контрабандой, либо извлекать выгоду из влияния, зачем? Вот тебе нужно иметь контроль над такой фигурой. Есть один очень... Теперь смотрите, все то, о чем вы говорите, я не знаю, зачем это нужно до конца и не готова ответить на этот вопрос, но точно знаю одно, что сейчас из сказанного вами и из того, что уже было притворено в жизнь Гагаузской автономии, получалось так. Когда-то Гагаузская автономия, получив статус в 1994 году, имела полномочия, которые прописывали, что у Гагаузии была своя налоговая, у Гагаузии была таможня, у Гагаузии был... Потом это сделала одна власть, пришла другая власть, которая потихоньку забирала, либо, как мы тут знаем, да, как налоговую забрали, просто представитель региональной власти отдала эту структуру только потому, что это уже оставим за скобками, эта тема. Я прекрасно помню, как отдали Формузалу таможенную службу и как он ее выбил у Филата. Вот это. Это была очень такая шкурная задача получить контроль над таможней и местной. В чем заключалась? Потому что у людей свои бизнесы, здесь тоже занимаются импортом. Можно что-то контролировать, можно что-то лоббировать, можно кому-то помочь, а кому-то можно поставить подставить подножку, чтобы он не смог развиваться. Но это ненормально. На самом деле это абсолютно ненормально. Слушайте. Но получилось, что кто-то дал, а кто-то забирает, понимаете? И сейчас вот этот вот пакет, когда забирают, он дошел до своего пика. Он очень чувствителен в автономии. Я понимаю, потому что спекулируют. Нормальному, обычному гражданину все равно, кто является главой таможенной службы или налоговой. Тем более, сейчас налоговые проверки по особо, по крупным делам, они производятся только с Кишинева. Местные налоговики, они не имеют права даже приходить к бизнесменам и проверять их. Со внедрением этих всех новых технологий и развитием цифровизации всей страны, вообще они исчезнут. Они больше будут иметь какой-то технический характер. Поэтому... Тогда за что мы деремся, что называется? Потому что это манипуляция общественным мнением. Людям вбивают в голову, что у них что-то забирают. Вот спросите любого гражданина, что у тебя лично забрали. Нет, Ничего. Если спросить у любого гражданина, что лично ему дает, когда прокурора назначаем мы, либо назначает... Но прокурор действует на основании положений Уголовно-процессуального кодекса. Какая разница, каким образом он сюда попадает? По согласованию, либо по представлению. Какая-то такая... Вы понимаете, если представляет Народное собрание, это будет невозможно рассмотреть до прокурора никакие действия по отношению к людям, которые его назначили. Это верно или нет? Но мы эту модель Он же будет знать, кто его назначил. Ну, конечно. И зачем его назначили. Он прекрасно будет знать, где можно искать, а где нельзя искать. Это что означает? Ребят, мы не должны как-то допустить того, чтобы превратили этот регион в какую-то Чечню, куда идут центральные деньги с центрального бюджета, и здесь местные элиты их разворовывают. Они богатеют, а люди становятся все беднее. Вот надо избежать этой модели. А когда вы говорите «разворовывают», нужны судебные решения о том, что кто-то разворовал. Потому что мы знаем, что произошло с проектами САРТ, европейскими грантами. Мы наслышаны, но окончательных вердиктов судов нет, и поэтому сложно выходить и сказать, что вот разворовали вот эти, так-то. Знаете, есть вот как-то такая пословица. Если 10 человек скажет тебе, что ты пьяный, иди домой, ложись и выспись.
не спорь с ними, потому что 10 человек не могут ошибиться. Мы прекрасно видим, как живут люди, мы прекрасно видим, и кто жирует за счет госбюджета. И это все знают, тем более в маленьком сообществе. И никому никакие доказательства не нужны. Мы не говорим о том, что кого-то сейчас посадить, и не занимаемся телевизионной юстицией. В обществе, в маленьких населенных пунктах люди знают все про друг друга. Поэтому скрыть факт, что деньги разворовываются, это невозможно. И все знают, что деньги разворовываются. И надо наводить порядок. Надо наводить порядок. Если мы вернемся к этому обращению Министерства юстиции, то если Министерство юстиции примет решение, что некоторые статьи являются неконституционными, значит последует внесение изменений в закон об особом правовом статусе Гагаузии. Ну, тут не Министерство юстиции принимает решение, это Конституционный суд. Ну да, Конституционный суд. Он должен признать, что определенные статьи не соответствуют Конституции. Если Конституционный суд примет решение, что они просто эти статьи... исчезнут из положений закона. Это будет считать, что эти положения, они не существуют. И тогда нужно будет пересмотреть или перезагрузить всю систему. Вы знаете, проблема заключается не в том, что там есть какие-то глупости, например, в положении закона. Есть вот такое положение в законе, что руководитель апелляционного суда города Комрат, он автоматически является членом Верховного суда. Но давайте спросим любого нормального человека, как может быть один судья разных уровней юрисдикции быть одновременно и в апелляционном суде, и в Верховном. Кто вводил эти положения, это были люди безграмотные. И, скорее всего, и тут есть большая проблема. Дело в том, что Конституционный суд давал заключение на поправки на один проект, а в парламенте они проголосовали абсолютно другой. Получается? Ну вот есть такая проблема, у нас такая же проблема была с выборами президента. И Конституционный суд аннулировал полностью вот эту реформу и снова вернул людям право избирать президента. И здесь... Вы говорите о 16-м или 16-м, если не ошибаюсь. И здесь ситуация схожая, потому что сами поправки, которые вводились, это очень быстро произошло, сразу после выборов. Я не понимаю, в чем была спешка. И нужно было как-то обсудить эти поправки, по крайней мере, попробовать, я не знаю, пригласить каких-то экспертов из Совета Европы, которые занимаются местной властью или автономией, имеют определенную специализацию, чтобы они посмотрели на этот проект. Давайте попробуем такую ролевую игру разыграть. Если бы вы были бы сегодня судьей Конституционного суда, как вы отреагировали бы на это обращение Министерства юстиции? Если честно, я бы рассмотрел сами поправки в Конституцию, которые ввели коммунисты в 2000 году. Но чтобы рассмотреть эти поправки, нужны голоса в парламенте? Нет, не нужно. Суд имеет право рассмотреть конституционность самих поправок Конституции. То есть на основании этого обращения суд имеет право рассмотреть? Да, имеет право рассмотреть, потому что суд сам определяет свои полномочия, свою юрисдикцию. Если есть какая-то проблема, и суд обнаружил, что проблема шире, он может проверить и другие компоненты. И нам нужно будет полностью пересмотреть вот этот статус, который он включен, и как его включили. И начинать все с чистого листа. Вы имеете в виду статус Гагаузской автономии? Естественно. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что нужно разработать такой документ об особом статусе Гагаузии, который соответствовал бы всем европейским принципам, которые сейчас действуют в странах Европы и Европейского Союза. Этот закон, он просто безграмотный. Вы его прочитайте, вы посмотрите. Его писали не юристы, его писали как-то... Он безграмотный, может быть, но он есть. И в Гагаузии часто говорят о том, что его пытаются переписать для того, чтобы все наши полномочия урезать. Вот как отвечать на такие... Я думаю, что нужно как-то сесть вместе, обсудить. А как сесть вместе? Если... Вот не удается Народному собранию с парламентом вместе сесть, потому что... Тут опять мы пытаемся сейчас разобрать кризис, который сложился в течение последних десятилетий. Дело в том, что на обычном таком обыденном уровне нет никакого непонимания между гражданами Кишинева. На обыденном уровне нет. Но относительно политического истеблишмента есть сложности. И я не думаю, что в Кишиневе проблемы. Я не думаю, что в Кишиневе у кого-то есть намерение как-то сузить компетенции, которые есть. Скорее всего, хотят их скорректировать в той области, где это не работает. Относительно прокурора уже Конституционный суд признал неконституционную эту компетенцию. Это нормально. Это абсолютно нормальное решение. Сейчас Конституционный суд должен вынести решение
очень мудрое, взвешенное, но которое бы позволило перезагрузить всю ситуацию политическую здесь на месте. И избавиться от тех остатков шоровской системы, которые здесь были. Но депутаты Народного собрания Гагаузии тоже обратились в Конституционный суд, и они просят не рассматривать этот вопрос в отсутствие представителя от депутатов Народного собрания Гагаузии. Как вы смотрите на эту практику? Обращения в Конституционный суд должны быть основаны на законе о Конституционном суде. Согласно закону о Конституционном суде, когда обращается какая-то страна, либо депутат, либо министр юстиции, либо президент, другие стороны не участвуют в этом процессе. То есть Народное собрание не может участвовать? Я думаю, что нет, потому что он не является стороной этого спора. Тогда, Закон принимал парламент, скорее всего, будет принимать участие представитель парламента, скорее всего, будет сам министр юстиции, потому что это он лично подписал обращение, и даже президентура там не будет представлена, потому Тогда, что они смотрите, не являются сторонами процесса. Знаете, я сейчас переношу то, что вы говорите, на язык простого гражданина или на понимание простого гражданина, который не очень понимает, что такое Конституционный суд, что такое суды и прочее. Значит, министр подал обращение в Конституционный суд. Депутаты Народного собрания Гагаузии, мне кажется, за подписью Лейчу, подписано это обращение. Просим без нас не рассматривать. И вдруг Конституционный суд рассматривает без нас. Дается возможность, как минимум, Георгию Лейчу, Народному собранию Гагаузии, сказать о том, что вот очередной раз нас игнорируют. Почему я об этом говорю? Это взрывоопасная очень почва сейчас. Любое такое отказ, либо заявление, либо обращение, либо какую-то такую реплику политика какого-то, сделать, понимаете, как сделать объектом для насыщения агрессии людей в этом регионе, в Гагаузской автономии. Я понимаю, а кто же будет разъяснять людям, что... Я прекрасно понимаю, но есть определенная процедура, понимаете, вот любой судебный процесс... А что, господин Лейчу не знает эту процедуру, если он подписал это обращение? Я его слышал по радио, как он говорил то же самое, что рассмотрели без участия Народного собрания, там Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу от госканцелярии, когда, вы помните, это было месяца 2 тому назад. На самом деле все процедуры в Верховном суде, они происходят без участия сторон. И почему Георгий человек очень хорошо это знает. Почему? Нет, то это манипуляция общественным мнением, это просто беспардонная манипуляция, поэтому он прекрасно знает процедуру в Конституционном суде. Но вы понимаете, что такие люди, это определенный вес имеют. То есть, да, это говорит депутат Народного собрания Гагаузии. Более того, это говорит, сейчас мы видим, подписывается исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии господин Лейчу. Откуда людям знать, что, в общем-то, на это даже нет права. То есть бумага рождена для того, чтобы... Стоит открыть закон и посмотреть, кто является стороной процесса. Закону не открывают. Вы поставьте себя на место судьи. Да, там написано, что вот сторона есть А и Б. И все, третий быть не может. Ну, человек в зале может присутствовать, там открытые слушания, но он не имеет права, потому что у него нет процессуального статуса. Но имеет господин Лейчу вместе с Народным собранием, они имеют право ведь обратиться по какому-то вопросу тоже в Конституционный суд. И тоже будет одной из сторон рассмотрения вопроса. Они имеют право подать обращение в суд, но это будет другое обращение, другой предмет, их будут рассматривать по отдельности. Это разные вещи. Министр юстиции является одним субъектом обращения, автономия является другим субъектом, парламентарий третий, президент четвертый. И ко всем разные процедуры. Ну, нюансы, скажем так, не обязательно процедуры, но все иски рассматриваются отдельно. Поэтому никто их в одну процедуру и не может включить, потому что разные предметы. Тут опротестовывали положение закона относительно компетенции Гагаузии обращаться в Конституционный суд. Там другой предмет, там по вопросам, касающимся автономии. Например, если парламент ввел бы поправки в закон, тогда вот местные власти могли бы обратиться в Конституционный суд и опротестовать. Вот у них была бы компетенция, и можно было рассмотреть. Вы говорите о том, что решение Конституционного суда, которое, возможно, даже приведет к тому, что нужно будет пересматривать закон об особом правовом статусе Гагаузии, станет решением. Но здесь в нашей студии... Если они поступят таким образом, они могут еще и отклонить. Мы не знаем, да. Но здесь в нашей студии Александр Тарнавский,
неоднократно озвучивал мысль, что решением проблемы стало бы, если бы закон об особом правовом статусе Гагаузии получил статус конституционного. Он не может быть конституционным законом. У нас Конституция является конституционным законом, остальные все органические. То есть этот закон должен стать на уровень Конституции. Ну а как такое возможно? Покажите мне, какой закон у нас есть на уровне Конституции. Ну нет. Это они взяли как-то из других. Есть конституционные законы в других моделях, они у нас называются органические законы. Но тут тоже есть требования, есть ограничения по пересмотру, там есть определенное количество голосов. По-моему, там 61 мандат нужен из 101, чтобы вносить поправки в этот закон. Там есть все гарантии. Вопрос не в том, что прописано в этом законе. Вопрос в том, что как люди понимают автономию. И зачем эта автономия создавалась? Автономию создавали для того... Автономия и государство. Как различить? Автономия создавалась для того, чтобы сохранить национальную самобытность этого народа, дать ему возможность управлять своими внутренними делами, которые касаются, именно связаны с национальной культурной самобытностью. Это не означает, что мы можем вводить и другую денежную единицу здесь. Это не означает... никто и не просит другую денежную единицу. Если довести до абсурда, можно дойти до любого результата. Возможно, да, но в том же законе об особом правовом статусе написано, что и политической, и экономической деятельностью автономия вправе заниматься. И политическая, для выполнения, да. И для экономическая на местном уровне, но не взимание налогов, которые уходят в национальный бюджет. Если мы говорим о местных налогах, которые из зарплаты или подоходных, да, это уже эти деньги идут в местные бюджеты. Но взимать НДС и оставлять его здесь такое невозможно. В общем, сейчас получилось, что все вот такой круговерти, да, все сейчас смешалось. Сейчас нужно исправлять проблемы и корректировать вот те глупости, которые были сделаны 20 лет тому назад. Хорошо, отвечая на вопрос, как можно корректировать эти глупости, даже если они были тогда. Да? Ну, в общем-то, ничего в этом омудренного нет. Законы можно менять и нужно менять, жизнь течет и все меняется. И, наверное, какие-то обстоятельства подводят нас к тому, что надо укреплять законодательную базу, которая позволяет гагаузской автономии жить. У меня вопрос. Вот то, что сейчас случилось, вот этот кризис, он юридический? Или вот это обращение, закончим с обращением министра, это больше желание юридически навести порядок, либо это какой-то политический акт? Ну, давайте скажем, по-моему, ни то, ни другое. Никто порядок наводить не собирается, и не юридическое действие, скажем так. Я думаю, что просто сейчас в патовой ситуации находится и Кишинев, и Комарат. Потому что у Народного собрания истек мандат. Они не имеют права голосовать ничего. С другой стороны, есть избирательный кодекс, где там есть определенные положения, которые надо сначала проголосовать здесь, после этого можно будет организовывать выборы. И эта патовая ситуация на руку мошенникам, что только в мутной воде очень легко рыба ловится. Чем больше, где продлевается вот это промежуточное положение, где непонятно, кто чем руководит, знаете, как говорят... А сейчас именно такое положение. Кому война, кому мать родная. Вот в чем. Кому кризис, а кому это просто это окно для возможности снова заниматься своими делами. Поэтому я думаю, что обращение министра юстиции стоит рассмотреть как инструмент для того, чтобы перезагрузить всю систему и найти юридические пути для того, чтобы можно было в конце концов провести выборы. Но для любой Прошу прощения, не просто провести выборы, но чтобы это были честные выборы, чтобы люди выбирали тех, которых они хотят, а чтобы не скупали голоса, как баранов на рынке, как это было при Шоре. Это ключевой элемент. Когда люди выберут людей, своих же, которых будут представлять их интересы, они будут заниматься делами в пользу общества. Они будут заниматься местными делами. Они не будут смотреть в сторону Кремля и получать указания, как бы нагадить Кишиневу и как использовать эту автономию, как противоставляя ее Кишиневу. Это ключевой вопрос. И поэтому другого пути, кроме как через перезагрузку системы именно найти юридический инструмент универсальный, я думаю, что Конституционный суд просто обязан вынести решение по этому вопросу и не просто ответить на вопросы министра, это, скажем так, второстепенно, может быть, даже прописать процедуру, как выйти сейчас из этой ситуации. Кто что должен делать. А если это будет решение, которое еще больше накалит
Да, ситуацию. и если будет прописано ваше видение, что бы туда вы бы включили? Ну, я бы включил следующим образом. Обязательно коснулся бы процедуры и переходных положений, как нужно организовывать выборы. Что должен сделать Кишинев, что должен сделать Камрад. Четче в чем роль избирательной комиссии, как организован. Возможно, может быть, первые выборы может сделать вообще без создания местных органов избирательных, сделать их централизованно с Кишинева. Это тоже вариант, миллион Когда-то вариантов. уже такое было, по-моему. Да, в начале первые выборы в Народное собрание Гагаузии. можно сделать, только после этого будет новое собрание перезагрузить. Там можно пересмотреть систему, и суд должен, я думаю, что у суда есть такие инструменты, они могли бы это сделать. Вопрос в другом. Как сказать, обычно такие инструменты... Да нет, не в политической воле. Все-таки тут должна быть определенная добросовестность со стороны всех сторон. Все стороны должны понять, что эту ситуацию нужно завершать. Ну, что все стороны это поняли, надо, чтобы какие-то стороны или обе стороны не имели каких-то скрытых сценариев по реализации каких-то дел. Понимаете? Потому что когда вы здесь говорите об электоральной коррупции, да, 2,5 года уже Гагаузия, ну, я сейчас говорю свое мнение, да, невозможно больше слышать об этой электоральной коррупции. Всем стало понятно, что в гагаузской автономия пострадала из-за такой тотальной электоральной коррупции. Не только гагаузская Почему? автономия. Есть регионы Молдовы. Своя рубашка ближе к телу, я сейчас говорю о том, знаете что... почему? Я не хочу, чтобы гагаузы чувствовали, что они какие-то изгои. Нет. К сожалению, продавали голоса по всей территории Республики Молдова. А у меня требование и вопрос, а что делали правоохранительные органы, которые допустили Очень такую электоральную коррупцию? Понимаете? Потому что можно, конечно, винить людей в том, что они брали эти деньги и голосовали за того или иного человека. Но если мы серьезное государство, если у нас есть правоохранительные органы, почему они этого допустили? Более того, к вам как юристу вопрос. Вот мы с Леной Федоровной очень часто обсуждаем. Значит, люди, к которым приходили и писали протоколы, выписывали штрафы. Эти люди несут ответственность. Кто-то несет, кто-то отказался, кто-то сотрудничает с правоохранительными органами. А я интересуюсь, почему люди, которые приходили к ним и предлагали им в эту схему, систему входить, они не наказаны вообще. Они по сегодняшний день ходят с мегафонами и, извините, но и дурят депутаты людей. Народного собрания Гагаузии, которые принимали решения, которые говорили о том, что вы можете получать эти деньги, потому что мы, Народное собрание Гагаузии, голосуем за этот вопрос. Мы, и даже некоторые начальники управлений говорили своим подчиненным о том, что берите, не переживайте, здесь все нормально, все законно. И эти люди, которые стояли во главе, они не понесли абсолютно никакой ответственности. А вот эти вот люди, они и по сегодняшний день отвечают. Давайте скажем так, попробуем посмотреть правде в глаза. Я думаю, что и прокуратура, и МВД, они были абсолютно не готовы справиться с этой ситуацией. И люди были не готовы. Это все у нас случилось где-то в сентябре, по-моему, в октябре месяце, когда появились первые вот такие информации о этой массовой системе скупки голосов. До этого 23-й год. Да. Там об этом все молчали. Но прямо перед выборами. По-моему, там в ноябре у нас были выборы, и где-то в сентябре появились первые такие... Башканские выборы были, если вы говорите о Башканских. Я говорю Башканских. До этих. Потому что вы спросили, почему люди, которые брали деньги, несут ответственность, а кто давали им. Что в Кишиневе или по Молдове та же ситуация. Там тоже десятки тысяч этих протоколов были руководителя сделаны. Ячейки отправляют в тюрьму, а вот человека, который поэтому я думаю, что просто и законодательство не было готово справиться. Законодательство вообще устроено так, чтобы им пользовались добросовестно. Исходит из принципа добросовестности. Мы не можем исходить из того, что люди, которые должны обеспечить, например, честные, справедливые выборы, являются мошенниками. Нельзя писать законы, исходя из этой позиции. Поэтому справиться сложнее. Сейчас, конечно, все-таки поменялось кое-что. Они ввели какие-то поправки, но, честно говоря, я тоже очень скептично настроен по поводу этих поправок, потому что их уже можно использовать в другую сторону, перегиб сделать, чтобы завинтить гайки, что опять не является абсолютно неприемлемым. И это тоже рассматривается в Гагаузии. Поговаривает о том, что Кишинев собирается окончательно завинтить гайки автономии. Да не будет такого. Нет в Кишиневе ни одной партии и ни одного политика, который сейчас бы находился у власти, либо как-то влиял на власть, кто бы говорил о том или кто бы замышлял закрутить здесь гайки. Я хочу вам сказать, из всех общений, которые я имел с молдавскими политиками,
Я думаю, так они видят, большинство из них, ситуацию. Отсюда нужно выкорчевывать вот все остатки вот этой коррумпированной системы. И мы за это, чтобы да. выкорчевалась И людям это будет система. во благо. Это очень хорошо. И просто дать возможность людям, чтобы они уже выбирали без манипуляций. Но так должно быть в любом демократическом обществе. Вы знаете, у меня один вопрос. Мне кажется, вот вы сейчас сказали, нет желаний политиков в Кишиневе что-то там подкручивать, закручивать. Тогда чего не хватает в Гагаузии, я вам хочу сказать. В Гагаузии граждане, жители автономии слышат только одну сторону. Это депутатов Народного собрания Гагаузии, те, которые, делают здесь свои заявления, участвуют в различных передачах. Но мы не слышим другую сторону, то есть от власти. Мы, жители автономии, не слышим, что власть хочет. И тут нет власти, которая говорит на такие темы в том числе, за исключением каких-то визитов отдельных лиц в какие-то передачи на радио и на ТВ. То есть нет вот этой контактности с обществом, мне кажется, этого не хватает. Тут надо объяснять людям, что полное хочет страна. отсутствие коммуникации. Что хочет страна, что хочет. Полное отсутствие коммуникации. И, к сожалению, очень редко руководители страны центральные не приезжают сюда. Но в предвыборный период приезжают. А вот мы говорим о конкретном периоде, когда кризис страшный, и никто не объясняет, и не выходит, и не говорит, что страна думает по этому поводу, что думает, я не знаю, правительство, министры. Эти решения могут быть очень правильными, но если их не разъясняют, если не говорят людям, почему мы поступаем именно так, то остается и формируется мнение на основе тех высказываний, которые некоторыми активистами, некоторыми политиками здесь распространяют в автономии. Да. И на том языке, который люди здесь в регионе понимают. Понимаете, Кишинев традиционно как-то отстранился от того, что здесь происходило. Давайте посмотрим сначала, как все было устроено. Сразу после создания автономии Воронин, и как-то они справлялись с этой ситуацией. Они взяли под себя руководителей, они их контролировали, те бегали туда в Кишинев, и все с ним согласовывали, и все было тихо, мирно. Это все длилось до конца 2009 года. Вот тогда уже где-то, это был поздний формузаловский период, вот тогда уже начала как-то ситуация меняться. Формузаловский период. Да, потому что коммунисты получали голоса здесь абсолютно без проблем, им автономия за них голосовала, они представляли всю страну на центральном уровне, и вопросов не было. И создалась такая извращенная система. Уже при Формузале, конечно, уже было сложно что-то переделывать. Но никто не собирался, потому что, прошу прощения, но я помню прекрасно, как были устроены вот эти отношения. Формузал приезжал в Кишинев, заходил к господину Филату в кабинет, и он выбивал с каждого такого визита по 10, по 20 миллионов. Но он потом выходил к людям и говорил, я выбил, я и послов выбью. Сложно сказать, где все эти огромные деньги, которые сюда поступали, и на что они пошли. Потому что никакого реального контроля не было. Давайте так скажем, как и было. Да, кое-что мы видели. Там в Чедерлунге построили вот эту больницу. Я даже был на открытии этой больницы. Но на самом деле, как-то он начал действовать примерно как Рамзан Кадыров. Он давил на Кишинев и покупал Кишинев у него свою лояльность. И он здесь ничего не делал. Деньги поступали, как дальше и куда эти деньги давались. И, кстати, тогда же и появился Шор здесь. Его не было до Формузала. Он тогда появился в этом регионе. И я думаю, что эти вещи как-то... Вы думаете, что они как-то Я думаю, что они связаны. Я думаю, что они между собой связаны. Вот как-то вот эти совпадения, по-моему, не могут быть случайностью. И уже после того, как Формузал ушел, конечно, начался совсем другой уровень противостояния. Пока Ирина Влах была с Додоном в одной партии, и Демпартия тут всех контролировала через прокуратуру, вот такая репрессивная система, все это как-то было возможно удержать, и чтобы не взорвалось. После прихода к власти партии ПАС, они полностью потеряли любой контроль с этим регионом. Ну, очень удивительно, знаете, что вы говорите, что при Демпартии был такой тотальный контроль и так далее. Но здесь не было никаких противостояний с Кишиневым, не было заметно в регионе. А о том, что тотальный контроль существует, говорят сейчас. Почему? Знаете, дело в том, что после прихода партии ПАС к власти,
поменялась очень серьезная внешняя политика Республики Молдова. Мы стали отделяться полностью от бывшего имперского центра и стали ориентироваться на Европейский Союз. Российская Федерация на все эти процессы, все эти вещи смотрела, конечно, не очень дружелюбно и не сильно счастлива это все видеть. И они использовали свои рычаги влияния для того, чтобы манипулировать людей здесь в автономии и создать видимость какого-то противостояния с Кишиневым. Я думаю, что это не без участия Москвы произошло. Вот то, что пришли мы к этой точке, где мы сейчас находимся. Это однозначно более сложное уравнение, как мы его видим на первый счет. Потому что, да, может быть, кому-то здесь не нравится президент Майя Санду. Но с другой стороны, вы не найдете ни одного заявления госпожи Санду, где бы она как-то критически отзывалась о гагаузах, или она бы хотя бы намекала на то, что собирается пересмотреть статус, урезать полномочия. Нет, ничего. И ее политическая позиция касалась в основном внутренней политики и внутреннего противостояния на политической арене Кишинева и внешней повестки по поводу европейской интеграции. Не надо сбрасывать со счетов профессиональных провокаторов, какими является, например, тот же Игорь Додон, который приходил сюда, организовывал референды, буквально людей подпитывал на то, чтобы они шли на противостояние с Кишиневым. Это тоже безответственное действие. Это вообще... Но коль вы заговорили о Додоне, давайте мы его... Цитата есть одна такая, ваш комментарий чуть шире, если можно. «Давление на Гагаузию может усугубить кризис и дестабилизировать страну», сказал Игорь Додон. Вот люди эту фразу услышали. К Додону понятно, какое отношение в гагаузской автономии, и эта мысль воспринимается за чистую монету. Это безответственный политик, который готов подложить бомбу под свою собственную страну, чтобы спасти свою задницу. Извините за выражение. У него проблема другого плана. У него проблема уголовного плана. У него уголовное дело, с которым он должен разобраться. Вы говорите о Кульке? И я думаю, что не только, там есть еще несколько дел. И я думаю, что он готов взорвать все для того, чтобы спасти и решить свои личные проблемы. И люди должны это понимать. Ну, посмотрите, если людям не могут до сих пор сказать, что было в Кульке, и столько лет уже рассматривается эта это дело, а господин Додон вот такими репликами, такими действиями, визитами, все еще партия социалистов является партией, которая в Гагаузии, я так думаю, не знаю, у меня нет никаких оснований полагать, что это единственная партия, которую так по-прежнему поддерживает в Гагаузии, но она долгое время была партией, которая получала поддержку. Да, потому что они играли на чувствах людей, на той симпатии, которая существует в автономии к Российской Федерации, и он продает свою, но никуда не делась эта симпатия сегодня, это надо понимать. Я понимаю, что она никуда не делась, и на самом деле нужно ставить перед собой целью менять симпатии людей. Просто нужно людям раскрыть реальные перспективы. Кто это будет делать? Кто это должен делать, на ваш это взгляд? должны делать местные элиты. Я думаю, что это А местные элиты, вы же видите, местные элиты говорят о том же, о чем говорит господин Додон, когда он в начале войны... Я не думаю, что они являются элитами. Извините меня, пожалуйста. Тот факт, что они узурпировали власть в автономии и сейчас пользуются разными хитростями, чтобы остаться во власти, это еще не говорит о том, что они являются элитами. Для меня элиты – это учителя, это врачи, это интеллигенция местная, которая наверняка имеет другую точку зрения по этому вопросу. Я с вами согласна, и действительно и медики, и учителя, и очень много разумных людей имеют другую точку зрения в Гагаузии, да. Я понимаю, но политическая элита сегодня те, которые представлены в законодательном органе и в исполнительном комитете. Мне безумно стыдно, пусть меня простят абсолютно все депутаты Народного собрания Гагаузии, есть несколько человек, которые лично у меня вызывают огромное уважение, потому что это люди, которые своими конкретными делами в Народном собрании делали что-то, чтобы помогать развивать Гагаузию, законотворчески, в первую очередь, имею в виду. Я не могу говорить об исполнительном комитете, что там есть люди, к которым я испытываю какое-то уважение, потому что исполнительный комитет, который, извините, назначен Шором и дал присягу Шору, а не гагаузской автономии, не людям. Вы видите, о чем мы говорим? Сегодня эти люди не могут получать доверие тех людей, которые хотят жить в Гагаузии, слаженно живущие в стране, в Молдове, и решающие свои проблемы бесконфликтно, как минимум внутри своей страны. И мы не можем назвать их элитами.
Даже если они сейчас управляют автономией, это еще не означает, что они являются элитами. Но в их руках решение. Они раскачивают ситуацию в автономии. Да, вот от них не нужно избавиться. И дать возможность, вот когда я говорю об этой перезагрузке, это многосторонний процесс, должны прийти свежие люди. А как вы думаете, уже началась эта перезагрузка или нет? Смена поколений, она при любом раскладе как-то... Оздоравливает, как минимум. Не то, что создаст определенное давление, что нужно будет перезагрузить. Все-таки люди старшего поколения уже уходят на пенсию. Есть молодежь, которая уже родилась при условиях независимости, которые по-другому видят эти вещи, которые понимают прекрасно, что мы будем жить вместе еще тысячелетия. Если, конечно, Трамп там ничего не взорвет где-то и цивилизация человеческая закончится. Непредсказуемость Трампа. Да, непредсказуемость Трампа. Это единственный риск для человечества. Но если все будет нормально, нам еще жить здесь вместе. И мы должны быть лучшими друзьями. Это самое... Но мы даже испытали тут Гагаузии период, Елена Федоровна, да, когда у нас любили Трампа. Башкан писала письмо Трампу, я не помню, кто еще, но... Все надежды связывали на изменения какие-то с сейчас Трампом. все умолкли. Все трамписты умолкли, их что-то не слышно. После вот этой авантюры, которую он начал в Иране, это вообще абсолютно... Вы знаете, вы говорите о том, что для того, чтобы изменить отношения между Камратом и Кишиневым, для того, чтобы изменить ситуацию в регионе, необходимо, чтобы вот эти элиты были заменены, чтобы пришли новые свежие силы. Да, и через выборы это можно сделать. Да, вот как раз-таки к этому я и привожу свою мысль, что должны пройти выборы. Да. Но выборы в Народное собрание Гагаузии как раз-таки зашли в тупик. Давайте вместе с вами еще раз попробуем разобраться, почему это произошло. Но это произошло из-за того, что господин Константинов лично препятствовал и сделал все возможное, чтобы не вводить поправки в закон, чтобы не приводить местные законы в соответствии с избирательным кодексом, именно для того, чтобы создать хаос в автономии. Зачем ему нужен был этот хаос? Во-первых, в мутной воде всегда легче как-то выкручиваться. С другой стороны, хаос в Гагаузии, это означает, что у людей может создать впечатление, что у нас несостоятельное государство, и можно устроить какие-то бунты, можно людей как-то настроить против Кишинева. Тут есть миллион вариантов, почему он это сделал и зачем. Я не думаю, что это его личный интерес, скорее всего, он действовал, скажем так, по указке из другого центра принятия решений. Мы должны понять все-таки. Мне кажется, Гагаузия с 2006 года настроена была всегда против Кишинева, и делали это в первую очередь башканы, которые так или иначе я вам скажу, говорили о том, что она что-то забирает, но никогда не... Я думаю, что в этой ситуации есть огромная ответственность Кишинева. Кишинев, он ошибочно общался, либо вообще не общался. Я бы сказала, вообще не общался. Так, когда я был членом правительства, я здесь был в автономии раз 10, а другие мои коллеги не были ни разу. И как-то все это оставляли на разъедение местным баронам, которые они управляли этой автономией в себе во благо и забыли о том, что на самом деле она создавалась не для элит, она создавалась... Тех, кого вы сейчас называете баронами, да. Этих людей на должности избирают люди. И они называются депутатами Народного собрания Гагаузии, называются башканами, понимаете? И когда люди их избирали, я понимаю прекрасно, что не каждый гражданин должен знать и знает, наверное, Конституцию с первой строки до последней. Да? У граждан, которые имеют право выбора и рассчитывают на честное исполнение своих обязанностей теми людьми, кого они доверили ту или иную власть, они рассчитывают на то, что для них создадут какие-то блага, мир, покой, уравновешенную систему. Мир есть, слава Богу. С точки зрения налогового обложения у нас в Европе самые низкие налоги, поверьте мне. Пока. Ну, да, они низкие, да. Я думаю, что власти сделали все для того, чтобы люди, в пределах возможностей, конечно, как-то, чтобы они жили спокойно. Выборы в Гагаузии Башкан до вот этого инцидента с госпожой Гуцул происходили на конкурентной основе. И я вам скажу, что все, которые побеждали, они побеждали в честной войне, в борьбе. И Фурмузал честно победил, и Ирина Влах тоже победила на выборах. Нельзя сказать, что ее там как-то вытащили, знаете, из Жобена и показали всем людям, как это было с Гуцул. Это разные вещи. Я думаю, что... Выборы 2019 года, это уже были другие выборы. Да, вот отсюда нужно начинать отсчет. Мне кажется, что вот с этого момента
Мы должны просто внимательно посмотреть, что произошло, и просто выкорчевывать и убирать из администрации всех, которые были причастны именно ко всем этим вещам. Только вот людей надо было подготовить к тому, что эта процедура нужна для страны, для Гагаузии, и это нужно делать. Вот мне кажется, что здесь не хватает того, что я понимаю, что у властей много разных дел и у местных властей, но если люди не знают основных полагающих целей для того, чтобы в законотворчестве наладить какую-то... Людям надо объяснять и говорить. Тогда выходят вот эти пустословы, пустозвоны, которые своими популистскими заявлениями очень быстро убеждают людей, что нам Кишинев мешает жить и работать. Кишинев действительно не дорабатывает в отношении Гагаузии. Тут можно говорить очень долго тоже. Но и так просто агрессировать и ненавидеть страну, в которой мы живем, это тоже невозможно. Ну, в Кишиневе тоже есть безответственные люди, которые тоже делают безответственные заявления. Я думаю, что это тоже провокаторы. Они руководятся с того же центра. Им нужно создать хаос, и это противостояние. В любой ситуации, когда ты не можешь понять, что происходит, попробуй ответить на вопрос, кому это выгодно. Тогда поверьте, нам это не выгодно. Здесь, в Молдове, внутри которой живут, никому не выгодно, чтобы у людей было какое-то противостояние. Знаете, давайте посмотрим на то, что произошло в Приднестровье. Тоже интересный такой фактор, который наблюдается в последнее время. Кишинев забит буквально людьми, которые из Приднестровья приезжают и работают. Там магазины, такси, где угодно. Нет никакого противостояния. На обычном уровне люди ладят хорошо между собой. Получается, что вопрос-то не в людях. Вопрос в тех, которые находятся и управляют этими процессами, и манипулируют, и пытаются использовать и извлечь выгоду для своего политического интереса, и манипулируют этими группами людей. Здесь то же самое с Гагаузией. Давайте посмотрим. Здесь, да. У меня уйма друзей, которые из Гагаузии, родственники есть отсюда. И никогда в жизни Смотрите, вот мы тут сидим три человека. Поэтому, знаете, почему я пришел к тому, почему я это упомянул? Потому что, когда мы говорим о противостоянии Кишинева и Камрата, а нет такого. Есть противостояние. Об этом хотела сказать. Да, есть просто, я вам скажу, вот как я вижу. Кишинев пытается убрать отсюда вот все остатки шоровской группировки. Вот что хочет сделать Кишинев. Сначала он допустил сюда шоровскую Сначала он допустил, да, и это была огромная ошибка. Нельзя было этого допускать. Нельзя было допускать. А теперь пытается убрать. А теперь убрать. Вот. И здесь, конечно, люди цепляются за власть, цепляются за свои привилегии, за возможность контролировать бюджет. Что такое бюджет? Это означает деньги, которые тратятся здесь на определенные нужды. Можно давать эти деньги определенным фирмам, другим фирмам не давать. Это очень хорошо работает, и мы знаем, что такое использование этих средств. В частности, общественное телевидение Гагаузия, радио и телевизионное использует 12 миллионов леев, мы об этом очень много здесь говорим, и уже очень много возмущенных в автономии, что невозможно быть таким телевидением, которое на 12 миллионов леев обслуживает интересы одного осужденного человека, как минимум. И это ненормально, извините. Мы говорим о том, что противостояние, оно между определенными людьми, но не перед жителями автономии, конечно, и не между жителями центра. Абсолютно. Но, посмотрите, вот это вот противостояние, оно же во что переросло? На сегодняшний день вновь депутаты Народного собрания Гагаузии назначили новую дату выборов. Опять госканцелярия протестовала. Кишинев предлагает один выход решения этой ситуации. В Гагаузии вот эти люди, о которых мы говорим, свое видение представляют. Что же будет дальше? Ведь это противостояние не закончится. Решение-то принимают не люди, а решение принимают те, кто сегодня находится у власти. И они говорят о том, что мы будем продолжать Формузал. У нас есть его цитата, он говорит о том, что мы будем проводить выборы 100 раз. Их будут отменять, мы будем проводить их вновь. Это безответственное заявление. Он реально хочет взорвать обстановку здесь в автономии. Не знаю, какая является его личная выгода, но наверняка он это делает абсолютно не совсем бескорыстно. У него есть определенные интересы. Выборы могут быть проведены только в соответствии с законом. То, что не проводится в соответствии с законом, это не выборы. То же самое можно сказать, что референдум, если он не проводится в соответствии с законом, это не референдум, это что угодно. Это может быть консультация, их никто не признает и ни на что это не повлияет. Относительно позиции Кишинева. У Кишинева сейчас, к сожалению, тоже нет каких-то вариантов, чтобы они
заставили или как-то нашли выход для того, чтобы внести поправки в местное законодательство, чтобы можно было создать этот избирательный совет и начинать выборы. Но мне кажется, что это казуистика. В конце концов, как он называется, это не фундаментальный вопрос. Это можно... Да, но из-за этого вопроса не регистрируется как минимум вот в агентство, вернее, иск против агентства подали в Народном собрании Гагаузии. Почему не регистрируете человека, который избран председателем ЦИК? Потому что, говорят в агентстве, нет ЦИКа, есть ЦИС у вас, а у нас нет. А если не регистрируется, деньги не выделяются на финансирование избирательной комиссии, значит, выборы назначены, должна была начаться избирательная ситуация. Это ужасная ситуация. Мы должны срочно остановиться, как-то подышать чуть-чуть воздухом и попробовать найти выход разумный из этого положения, чтобы мы вернулись в законное русло. Мы всегда есть кто-то. Вот можете вы назвать, кто эти люди с таким политическим весом, авторитетом? Кто эти люди, которые могут сегодня в Молдове сесть за стол и сказать, вот мы можем этот кризис наконец-то каким-то образом разрешить? Я скажу так, в Кишиневе есть очень много людей, которые могли бы это сделать. А относительно людей, которые живут в автономии, я думаю, что сами граждане, они должны как-то надавить на своих представителей, которые ощутились там и в Народном собрании, через мэров, может быть, сел, через более влиятельных и уважаемых людей. Граждане соблюдают осторожность, потому что граждане считают, что это наших депутатов обижает. Ну, буду говорить на таком детском языке, простите. Наших депутатов обижает, нашу автономию обижает. А мэры жалуются на то, что у них нет никаких отношений с региональными властями. Они спокойно работают с центральными властями. Да. Обращаются они было же обращение. Заявление к центральным органам власти, что нет никакого взаимодействия между примариями и между региональными властями автономии. Понимаете, до чего дошло? Смотрите, вот коротко, если все, что мы здесь обсуждаем. Выборы провести Гагаузия не может, потому что погрязли в юридических казусах. В юридических деталях, тонкостях, но на самом деле я думаю, что не это является основной причиной. Давайте дождемся решения Конституционного суда. Является то, что, мне кажется, никто не хочет проведения этих выборов. Складывается такое впечатление тоже. Никто. Что вы имеете в виду? Даже Народное собрание, которое проголосовало за 21 июня. И есть мнение, что и Кишинев не заинтересован, я думаю, что их подталкивают. Скорее всего, люди, которые действуют здесь со стороны спецслужб Российской Федерации, подталкивают к хаосу. Создание параллельных органов власти, хотят всех вернуть обратно в 88-89 год. И это никому не нужно, это абсолютно неприемлемо, никто с этим не согласится. Мы не можем вернуться в ту атмосферу хаоса, потому что мы, слава богу, за 35 лет очень хорошо ладили между собой. Но кто-то хочет взорвать ситуацию. Что означает, мы будем проводить выборы, которых никто не признает? Что будет с этими людьми, которых вы выбираете? Но это говорит экс-Башкан. Нет, понимаете? Он говорит, мы 100 раз будем, если вы будете абсолютно безответственные заявления. И мне очень жаль, что кто-то прислушивается к тому, что он говорит. Лучше всего люди его спросили... Я не думаю, что кто-то прислушивается, потому что если мы вспомним выборы последние башканские, мы помним, сколько голосов было отдано господину Фармузалу, поэтому не надо, я бы не стала бы делать господину Фармузалу прям такую, он прям не такая личность, которая очень поддерживается общественностью в Гагаузии. Он пытался себя устроить, и скорее всего, что он сейчас себя устроил, так я понимаю, потому что башканы, меня всегда интересовал вопрос, башканы, которые закончили свой мандат, это должны быть люди, которые, то есть это люди, которые пришли с какой-то профессией, да, у них есть какая-то возможность зарабатывать деньги тем, чем вы умеете заниматься. Вот у меня всегда был вопрос, что Ирина Влах после 8 лет башканства ушла в никуда и делает декларацию о том, что подарки получила. Окей, замечательно, каждый человек имеет право получать подарки, и получила она. Но где же работал человек? Вот где рабочее место человека, который созидает во благо нашей страны? Вот где рабочее место господина Фармузала с 2015 года по сегодняшний, который созидал на благо страны? Его даже в стране не было. Господин Фармузал жил в Германии. Да. И почему-то не в России, куда он всех наших лучших детей предлагал поступать в российские вузы. Но его дети в российских вузах не учились.
И это тоже проблема нашего гражданского общества и общества в Гагаузии. Нам с этим надо как-то... И эти люди, когда выходят и делают такие заявления, я понимаю прекрасно, что Формузал сделал то, что договорились, он вышел, сделал это заявление, он хороший оратор, он может говорить, он справился с задачей на 100%. Но я не думаю, что очень многие доверяют и верят Формузалу, его рейтинг не такой высокий. Тем не менее, вы понимаете, вот эти месседжи, они тоже в песок не уходят. Безусловно. И нельзя играть с огнем в таких ситуациях, потому что взорвать ситуацию всегда легко, но вернуться обратно к какой-то исходной. Я почему привел вам пример с Приднестровьем? Дело в том, что отношения были очень сложные между Кишиневым и Тирасполем. Там реально были сложные, даже между элитами и между людьми. Там сложность были. Они на самом деле там существовали. Но после 3 десятилетий люди как-то все это забыли, как-то все стерпелось, все как-то простили друг другу и стали как-то общаться нормально. Почему это с Гагаузией не получается? А у нас, слава богу, не было такого никогда с Гагаузией. Вы знаете, у нас исторически всегда были прекрасные отношения с Гагаузом. Я конечно, это так и есть. Если мы вернемся даже в 19 век, это всегда были прекрасные отношения. Даже в составе Румынии всегда были прекрасные отношения. Я думаю, что в конце 90-х, конечно, как-то там подожгли фитиль под этой ситуацией. И наши тоже имели огромную долю вины в том, что произошло. Огромную долю. Особенно марш волонтеров, вот эта вся афера, вся эта авантюра. Это была чистая провокация, это не нужно было делать, и никто не понял тогда, здравомыслящие люди, что происходит и зачем это нужно было делать. Поэтому Кишинев тоже имел свою долю ответственности в том, что здесь произошло. И умные люди всегда учатся как-то на чужих ошибках. А зачем мы должны учиться на своих? Но у нас есть опыт. Давайте попробуем сейчас как-то выйдем с этого по-другому. Увидим, как это получится. У нас есть рубрика «Люди говорят что», и мы попросим ваших коротких ответов на наши короткие вопросы. Вот услышим, что говорят люди. Друзья, это проект «Единомышленники» на Гагаuz Медиа. У нас сегодня в гостях Александр Танасий. Оставайтесь с нами, а он будет отвечать на вопросы наши короткие. Люди говорят, что... Люди говорят, что Кишинев хочет забрать полномочия в Гагаузии. Я не думаю, что кто-то в Кишиневе думает о том, чтобы забрать какие-то полномочия. Я не знаю ни одного политика, который в Кишиневе бы заявлял о том, что нужно урезать полномочия местных властей. Ни одного политика я не знаю. Даже в оппозиционных партиях нет таких людей, которые об этом заявили. Мы говорим о какой-то корректировке определенных компетенций, чтобы можно было их исполнить так, чтобы они эффективно работали. Мы говорили с вами о прокуроре. Надо назначить независимого прокурора от местных властей, чтобы он смог преследовать в том числе и людей, которые здесь тоже занимаются преступной деятельностью. Вот, пожалуйста, вам один пример. Это не говорит о том, что кто-то хочет урезать какие-то полномочия. Это говорит о том, что просто нужно скорректировать какие-то механизмы, чтобы они работали. Налоговики должны собирать деньги со всех. Без разницы, где он живет, в Камрате, в Бричанах, в Кишиневе или, не знаю, там где-то еще. Все абсолютно одинаковые налоги платят, и все должны их платить. Таможенная служба должна заниматься процедурами по импорту одинаково, независимо от того, где это происходит, в Кишиневе или Ушенах, Камрате, в Вулканештах, я не знаю, там в Атаках, где еще есть таможенные службы. Вот так все должно работать. Поэтому я не думаю, что это вообще серьезный разговор. А кто об этом говорит, вы его спросите. Пускай им приведут хотя бы один пример одного молдавского политика, который бы заявлял о том, что нужно урезать какие-то полномочия. И какие эти полномочия нужно урезать? Люди говорят, что депутаты Народного собрания Гагаузии и депутаты парламента виноваты в создании этого кризиса, который сейчас есть в автономии. Ну, если мы сейчас будем искать виноватых, я думаю, что мы можем запутаться. Настолько эта история запутанная. Скорее всего, сейчас лучше сфокусироваться на идентификацию выходов из данной ситуации. Да, я думаю, что люди, которые пошли на сговор с Шором и создали вот этот спрут
политическо-криминальные здесь, на юге нашей страны, они и внесут долю ответственности огромную. Но также и Кишинев тоже виноват, потому что вовремя не пресек. Кишинев тоже виноват, что не смог нормально общаться, прийти сюда и объяснить. Да, не всегда нужно срывать аплодисменты, иногда с людьми общаться сложно, они могут и покричать, и нагрубить, но с другой стороны и политики, и те, кто правит этой страной, они все-таки получают зарплату с наших налогов. И это независимо от того, нравится или не нравится, нужно сюда приходить и общаться постоянно с людьми. И этого не было. Я вам скажу, что этого не было практически где-то с 2013-2014 годов. Эту территорию оставили на самом деле на растерзание вот жулью и разного рода мошенникам. И вот сейчас мы пытаемся найти какой-то вариант, чтобы выйти из этого положения. Вот, пожалуйста. Как говорится, один дурак выбросил камень в воду, и 10 умных не смогут его так легко обнаружить и вытащить оттуда. Люди говорят, что выборы намеренно блокируются. Я думаю, что намеренно блокируются с теми людьми, которые здесь не хотят применять положение нового избирательного кодекса. Потому что они единственные бенефициары. Столько времени, сколько не проводятся выборы, они являются исполняющими обязанности, они контролируют административно эту территорию без четких инструментов подотчетности и контроля. И это открывает огромное окно возможностей для того, чтобы манипулировать деньгами. Вот в чем я вижу проблему. Люди говорят, что автономия теряет реальное влияние на жизнь людей. Ну, во-первых, на жизнь людей не должна влиять никакая автономия, и даже государственная власть не должна влиять на жизнь людей. И какое влияние было в автономии на гражданах, которые здесь живут, и что она теряет. Вот все эти обобщения, они скрывают ряд деталей. Если мы попробуем на них обратить внимание, мы увидим, что они абсолютно несостоятельны. Нормальный человек, он утром идет на работу, вечером возвращается домой. И не думает о власти. Он думает о власти, да, он хочет, чтобы у него были нормальные дороги, чтобы у него свет был, чтобы у него была хорошая зарплата и так далее. Он об этом думает. Но вы думаете, что обычные граждане, они не могут спать ночью из-за того, насколько там хорошо идут бизнес-дела у какого-то депутата или у какого-то... Они ничего не знают об их бизнесе, поэтому не могут думать об их бизнесе. А я думаю, что знают. Вот мы потом посмотрим во времени. Как правило, люди все знают. И все видят, и все прекрасно понимают, потому что невозможно контролировать что-то и это делать ночью в темноте, чтобы никто об этом не знал. Но все боятся, все молчат, все считают, что окей. Или как-то соглашаются с тем, что это возможно. Но это ненормально. Люди говорят, что власти используют закон как инструмент давления. Ну, опять тут абстрактно, непонятно, что имеется в виду под этим заявлением. Я думаю, что любой закон, он ограничивает определенные и моделирует определенные социальные отношения. Ну, и на то и суть закона, чтобы он что-то ограничивал или открывал какие-то возможности. Поэтому это нормально. Вопрос в другом. Насколько ограничиваются какие-то права индивидуальные, экономические, политические граждан. Вот в этой ситуации нужно как-то анализировать каждый случай в отдельности, и чтобы разобраться, если есть перегибы, конечно, с этим нужно бороться, потому что на самом деле есть ряд положений Конституции, политических свобод и политических ценностей, которые нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствах. Почему Гагаузия остается уязвима к таким внешним влияниям? Да, вот как ШОР, мы сейчас говорим, что ШОР повлиял на изменение ситуации в Гагаузии и установил вот то, что он установил 2,5 года назад здесь. Почему уязвимы мы? Очень болезненный вопрос. Я думаю, если мы попробуем на него ответить, нам нужно будет вернуться где-то 70 лет тому назад, после аннексии Басаравии Советским Союзом. Здесь были огромные репрессии, чистки, перебили все элиты, прошел процесс русификации очень глубоко. Гагаузы перестали в большинстве своем говорить на своем языке. И то же самое, перестали. Ну, сейчас, когда не перестали? Сейчас, Да. мы давайте пройдемся по городу, как говорится, и мы услышим, что тут. Поэтому, конечно, это была трагическая ситуация.
очень трагический социальный эксперимент по переделке мышления людей. Частично им это удалось сделать. Конечно, выбраться из этой ситуации это не очень просто, потому что поменять менталитет человека это сложно. Они создали своего, здесь им удалось создать своего рода, ну что маленький народ, и всегда с маленькими группами легче справиться. И процесс русификации, советизации, он пошел по-другому. Никто не подозревал, что, возможно, будет, что они будут использовать этот инструмент против остальных граждан Республики Молдова. Но, тем не менее, я думаю, что правду нужно открыть людям. Нужно, я всегда это за двумя руками боролся за это. гагаузы должны начинать говорить на своем языке. Гагаузы должны начинать думать на своем языке, создавать свою культуру, создавать свои интеллектуальные элиты. И это поможет нам выжить. И у нас никогда проблем не будет. Вот мы говорили о учителях, о врачах. Нет проблем в общении с людьми, которые более или менее образованы. А люди, которые, извините, больше мало читают и смотрят только телевизор, естественно, они более подвержены пропаганде и манипуляциям. Поэтому это очень сложная проблема. Вы задали вопрос, на который можно написать докторскую диссертацию. Это сложный вопрос, почему вот им удалось здесь это все Кстати, сделать. это кому-то идея для тех, кто занимается историей, и кому это интересно. На самом деле, эта тема может тянуть на докторскую диссертацию, На самом деле, что такой ситуации никто не мог предположить, я думаю, как минимум из тех людей, которые были охвачены идеей как благодатной жизни в автономии, строить автономию, где все говорят на гагаузском языке, где среда звучания обеспечена и властью, и жителями, и семьями. То есть о такой Гагаузии в первую очередь думали те люди, которые... Екатерина, на самом деле об этом забыли сразу в 90-х. И это ушло на второй план. И все стало концентрироваться там, на политическом... А почему? Потому что там деньги, там возможность распила бюджета. Всем понравилась вот эта модель чеченская, где вот на самом деле российские центральные власти покупали лояльность у чеченцев, выделяли огромные средства, эти деньги разворовывали. И они пытались, я прекрасно помню, наши отношения с господином Формузалом, я был членом правительства. И он приходил, давил, заходил к Филату и выходил оттуда, и сразу мы голосовали на заседании правительства, ему выдавали то 20, то 30, то 10, то 20 миллионов. Сейчас вы об этом говорите, сейчас скажут, вот Формузал мог, а эти не могут. Вы знаете, это не тот путь, по которому можно... Но выходил-то с деньгами, вы говорите? Ну, это люди, что с решениями имею в виду, не с деньгами. Он выходил, он жил, с решениями. Он жил в Германии, все окей. Что люди с этого имели? Ну, вы знаете, вот сегодня разговор, который мы ведем, вот меня приводит к одной мысли, что все проблемы, которые есть в Гагаузии, главная причина этих проблем, те люди, которые приходили к власти в регионе, они использовали эту власть не для того, чтобы развивать регион, не для того, чтобы действовать в интересах этого региона, не для того, чтобы выполнять ту главную миссию, ради которой создавалась автономия. А проблема заключается в том, что они приходили к власти для того, чтобы работать в своих интересах. Не все. Я понимаю, что не знаете, все. Я бы отделил мэров. Масса... На самом деле мэров этих сел и городов я бы их отделил. Основная масса. Но все-таки я вижу в этом огромнейшую проблему. И использование этой власти в личных целях. Одни избранные лица использовали для того, чтобы Гагаузия стала для них трамплином для дальнейшего своего продолжения пути в политике. Ну, это Ирина Влах. Другие использовали, вот вы приводите пример, для того, чтобы обеспечить себе жизнь после того, как они уйдут с этих важных постов в автономии, обеспечить себе хорошую жизнь без бедности в Евросоюзе, хотя, будучи башканами, проповедовали совсем другое направление развития жизни этого региона. И мне кажется, Игорь Бацан, он озвучивал такую мысль, что вот эта проблема, которая началась как институциональная внутри в Гагаузии, теперь перерастает в политическую, потому что мы видим, как депутаты нашего Народного собрания Гагаузии стали обращаться в международные инстанции, как их стали поддерживать некоторые депутаты парламента Республики Молдова, оппозиционные политики, и тоже стали писать письма в международные инстанции. Как вы вот на эту ситуацию смотрите? Они, конечно, играют на чувствах, играют на противоречиях, для того, чтобы создать... Я что хотел сказать, я бы отделил все-таки реальных представителей народа, это все-таки они являются
мэры Вы мэров сел и хотите городов. Да, потому что они реально представляют людей. Вы их отделите, но маленькая реплика. Именно с выборами примаров никогда нет никаких претензий в Гагаузии. И эти выборы, кстати, организовывались всегда как по всей стране. А вот это и есть местная власть. Если мы посмотрим реальные человек, они так и ну называются, любой гражданин, какой из них хоть раз в жизни был в народное собрание, это нечего ему искать. На самом деле, если какие-то проблемы не Он было, идет в мэрию, он правильно. идет в свою мэрию. Поэтому это, я уверен, что в большинстве своем это честные люди, добросовестные, которых реально беспокоит то, что происходит в каждом селе или в каждом отдельно взятом населенном пункте. Относительно вот этих элит, которые появились на уровне народного собрания, разного рода руководителей департаментов, они все подвязаны на какие-то интересы. Сейчас мы говорим, на национальном уровне собираются провести административно-территориальную реформу. Вот первых, которых будут убирать, я с этим согласен, это будут все районные советы и вся вот эта районная шушера администрации. Непонятно, чем они занимаются. Вот мэр ясно, что он делает. А вот чем они занимаются? Мы тоже неоднократно задаются задавались этим вопросом. Это огромная проблема. И утекает огромное количество денег. Здесь 40 миллионов у нас в Гагаузии на содержание трех... На 1 год. Нет, но Да. мы еще не знаем, как остальные средства, как они расходуются и насколько они справедливо распределяются. Тут огромное поле для Вы манипуляций. тут заговорили об административно-территориальной реформе. Господин Гатишан уже устал, наверное, говорить с момента, как только разговоры об этой реформе были запущены. Он у нас в Гагаузии, бывший мэр, долго был мэром. Он устал говорить о том, что мы должны этим заниматься, мы пропускаем все сроки. Вот люди обсуждают, а Гагаузия не обсуждает. А никому до этого нет дела. Ой, слушайте, в Кишиневе тоже не лучше. Поверьте мне, там тоже такая апатия. Люди не понимают, насколько важно провести эту реформу. И по разным подсчетам мы теряем ежегодно около 2-3 миллиардов лей, только которые уходят на содержание вот этих администраций и косвенных структур. Вы меня извините, в районе, давайте возьму, Кантемировский район, да, возьмем, там живет 15 тысяч избирателей во всем районе, у них целая администрация, управление по здравоохранению, управление по образованию, финансовое управление, советники, председатель, вице-председатель, всех там машины. Боже мой, эти люди, 15 тысяч, которые в этом районе живут, они могут поместиться в 5-9 этажек. О чем мы говорим? Мы не можем позволить себе содержать такую огромную армию чиновников. Кстати, здесь то же самое в Грузии. Не то же самое, а здесь еще хуже, потому что у нас внутри есть региональная власть, а еще и сохранены эти районные администрации, понимаете? Плюс примарии, и получается, что огромнейшее количество... Согласно, я так понял, концепции реформы, по всей стране вот это звено будет убрано, районные, они перестанут существовать, и я думаю, это огромный плюс будет. Но Они перестанут существовать до Гагаузии, Да. а в черте Гагаузии. Гагаузии Надо, чтобы что Гагаузия будет? приняла решение. Ну, вы понимаете, вопрос в другом. Если Гагаузия не примет решение, им придется содержать этих людей из своих собственных налогов. И здесь Люди опять согласятся придется- платить и здесь деньги. опять скажут, Вы знаете, что здесь наши опять полномочия придется забирают. обращаться в какие-то инстанции, которые Суды. не будут утверждать вы какие-то понимаете. финансовые операции, потому что во всей стране таких структур не будет, они остаются только в Гагаузии. То есть Невозможно надо включаться. сохранить такой островок безумия, который тем более обходится очень... А кто за это все будет платить? Скажите мне, пожалуйста. Граждане не хотят, и это абсолютно разумно. Граждане не хотят, а Не что, хотят. граждан спрашивают? Не, ну все-таки... Екатерина, у правительства вообще нет своих денег. У них есть... У правительства только деньги граждан. Вот, Там нет, точно так она же, как ничего у- не производит. Точно так же, как у депутатов Народного собрания Гагаузии. Да. У них своих денег нет. Это все деньги налогоплательщиков. Граждан, конечно. И деньги на содержание исполнительного комитета Народного собрания Гагаузии абсолютно всех и вся. Поэтому налогоплательщик, то бишь гражданин, это главное лицо, которое должно предъявлять требования к власти. Но мы тут с вами обсуждаем то, что власть заводит жизнь автономии в еще большую глушь и кризисы, Ну, во благо своих осознанно интересов, и конечно. во благо, возможно, своим интересам. И остаются опять обделенными, скажем, да, и информационно люди. Люди. Самое И парадоксальное, материально, и что те, финансово. кто теряет, в конечном итоге являются То есть обычными люди людьми. голосуют, потом люди больше всего и Да, теряют, они потому что теряют, да. мы были свидетелями. Ну, сколько человек сейчас проживает в автономии по последним 103 подсчетам? 103 тысячи. Ну, около 100 Да. тысяч Да. человек. Давайте скажем так. 100 тысяч человек, это где-то так, ну, я не буду
соотносить к населению Берлина, но это такой маленький европейский городок. Вот такой городок в Европе может себе позволить иметь полноправный парламент, правительство, министерство, они же существуют здесь, конечно, по-другому называется. Смотрите, это очень дорого. Получается, что за содержание всей этой администрации кто-то должен платить. Ну, 90 миллионов леев в год платит автономия за содержание чиновников, которые работают в автономии. По-моему, в Народном собрании. Это очень много. Смотрите, если это даже много, кто должен делать эту реформу? Реформы должны начинать делать те, которые являются законодательным органом. Они должны эту реформу придумать, сократить число депутатов, оптимизировать число членов исполнительного комитета, потому что сколько министерств в Молдове? Сейчас 16, по-моему. 13, мне 13, кажется, да? А у нас больше. Здесь больше, да? А здесь 18, что ли, Лена Федоровна? Я уже не помню, но у нас больше, чем в стране. Знаете, административно-территориальную реформу проведут ее на национальном уровне. Тут не будет никакой возможности на местном уровне противиться этой реформе. Оставят компетенции, которые связаны именно с народным собранием и исполкомом, потому что их трогать никто не будет. Но относительно других субъектов реформирования невозможно, чтобы в одной стране существовали две административные разные системы. В общем, я так понимаю из ваших мыслей в этом выпуске, что нужен серьезный перезапуск очень многих процессов, которые касаются гагаузской автономии, которые касаются выравнивания отношений или поиска баланса между Кишиневым и Камратом в их политических, экономических и разных других отношениях. И вот для того, чтобы это сделать, ну, как мне кажется, да, нужна политическая воля. И эта политическая воля должна быть и в Кишиневе, и в Камрате. В Кишиневе она есть, и в Камрате, думаю, что она тоже существует. Относительно общения, но это довольно сложный процесс. К сожалению, нынешняя власть, у них нету такой группы людей, которые могли бы общаться с кем-то здесь в Камрате. Вы говорите, в Кишиневе нет группы людей? Да. Как-то там они по-другому сосредоточились. Они очень сильно сфокусировались на внешней повестке и забыли о внутренних проблемах страны. Да, обычно вот в каждой власти существуют люди, которые могут и имеют возможность общаться на более таком узком социальном уровне. Я не вижу сейчас у нас там кого-то, кто смог бы прийти в Камрат. Может быть, это и есть главная Это тоже одна из проблем. Это одна из проблем однозначно. Потому что с Камратом не общались. Ну, наверное, это один из единственных шагов, которые нужно сейчас предпринять. Потому что вот это противостояние можно... Но вот это один из первых. Прийти и поговорить, разъяснить. Я не хочу вообще даже как-то соглашаться с тем, что есть противостояние. Но все-таки оно есть, выборы не проводятся. Это вопрос не межличностного, межчеловеческого характера. Мы тоже не об этом говорим. Мы говорим о том, что официальный Камрат и официальный Кишинев. Официальный Кишинев хочет добиться, чтобы здесь все происходило по закону. Здесь люди пытаются, которые есть в Народном собрании и в исполкоме, сохранить вот эту систему, которая позволила бы им извлекать выгоду личную из того, что происходит в этой автономии. Вот это ключевой вопрос, и здесь не может быть компромисса найдено. Смотрите, мне так кажется, что для того, чтобы вот это, то, о чем вы говорили, дай бог, чтобы это было так, но если Кишинев хочет этого, а местные, наши региональные власти, как вы говорите, тормозят сами по себе очень многие процессы, то тогда, вернусь к мысли, сказанной выше, надо людям это объяснить, и тогда это будет понятно. Сегодня получается, что гагаузское сообщество введено в заблуждение теми людьми, которые в законодательном органе являются большинством. Я не хочу всех депутатов сюда причислять, потому что есть депутаты, которые являются редкими, но здравыми голосами. Обобщение вообще опасно. Нельзя обобщать, конечно. Да, но мы говорим о большинстве, потому что большинство принимало очень многие решения. Там иски подать, еще не знаю чего, это все большинством принимается. Так вот,
Жители Гагаузской автономии, на мой взгляд, введены в заблуждение большинством Народного собрания Гагаузии. Другой позиции из Кишинева никто не озвучивает. Ну и не видно ее, к сожалению, Да. не видно. И получается, что, смотрите, ну как в одной семье. Если мне в семье говорят о том, что вот у нас плохо, потому что мы из-за вот этого соседа страдаем, вот мы из-за вот этого соседа напротив, из-за соседа... Или из-за своих личных поступков каких-то. И все, и мы замыкаемся, и мы замкнулись, и гагаузское сообщество сегодня, пусть меня простят, я не обобщаю тоже, но у меня складывается такое впечатление, пусть Кишинев нас не трогает. Но как это возможно вообще, чтобы нас, наши же депутаты, довели до такого восприятия проблем, что пусть Кишинев нас не трогает, мы будем жить, как мы живем. Откуда я беру эту мысль? Очень многие журналисты из Кишинева в последнее время приезжают и делают какие-то блицы, опросы, да? И вот в одном из этих блицев было сказано, пусть нас не трогают, мы знаем, как жить, мы будем жить сами. Вы Что значит трогают, а не я трогают? не против, я думаю, это нормально, чтобы люди сами решали. И вообще в Европе это абсолютно нормальная практика, когда центр передает очень много компетенций. Но не передал, получается. Нет, ну а что еще можно передать? И тут все есть. Ну вот вы спросите И вы депутатов. знаете, нет, ну, понимаете, нельзя всерьез воспринимать и полемизировать с людьми, которые врут. А давайте посмотрим фактически, вот что еще можно передать. Вот, разумно. И вот я не вижу, что вроде бы все есть, пожалуйста, развивайся, делай все, что ты Можно мы хочешь. пригласим Но вас если- вместе с господином Лейчу на один выпуск? Без проблем. Чтобы мы с Еленой Федоровной чувствовали себя как минимум как в балансе, скажем так, да? Что мы пригласили человека, который очень хорошо понимает законы из Кишинева, и человека, который очень хорошо знает, что такое законодательство, Георгий генерал юстиции. хороший господина Лейча. полемист, он хорошо владеет инструментами риторики, конечно, но есть очевидные вещи, которые нельзя просто опровергнуть. То, что мы сейчас дошли до этой тупиковой ситуации, это исключительная ответственность, я думаю, начиная с Константинова, но Народного собрания и исполкома. Они специально довели ситуацию до этой точки. Но- Чтобы был тупик, и чем больше противостояния, тем лучше для них. Я думаю, они извлекают какую-то выгоду из этой ситуации однозначно. И для них хоть это пускай продлится хоть 100 лет. Они всегда будут находиться в тех же кабинетах. Зарплаты-то они получают. И сейчас она всё идет, окей. зарплата. Да, а то, что нету там какой-то легитимности, да наплевать на это все. На Но самом деле. господин Лейчу и сам в одной из передач сказал о том, что вот вся эта ситуация с выборами и так далее, вся ситуация в Гагаузии происходит только потому, что мы заигрались в геополитику. Да, Он говорит, может он быть, признает. может быть, не стоило, да. И опять я в любой ситуации склонен видеть ответственность обоих сторон. Тут и Кишинев, конечно, имеет огромную ответственность. Но я вот говорила как раз о третьей стороне, о человеке, о рядовом человеке, который, зная, что эти Правительство. две стороны играют, каждый заигрался, возможно, да, и Кишинев, и Камрад. Да, А правительство человек... должно найти человека, который выслушали бы все стороны, который бы начал общаться и писать дорожную карту, как нам выбраться из этого Это тупика. первое. Вот. А когда я говорю о человеке, я говорю как отдельно взятом гражданине, жителе Гагаузской автономии, который понимает из всей этой чехарды, назовем ее так, да, чехарды юридической, политической, всякой, из всей этой чехарды отдельно взятый житель понимает, пусть нас оставят в покое. Вот что такое в покое, у меня вызывает вопрос, потому что я хочу жить в покое, я как житель Гагаузской автономии, когда законы прозрачно написаны, и их выполняют все, и депутаты, и башканы, и т.д. И Кишинев тоже выполняет законы, которые написаны и действуют. Вот тогда это будет чисто и прозрачно. А все остальное, вот это вот вранье, оно заполонило умы Ну, давайте мы спросим вот этого гражданина, который отвечает, пусть говорит, нас что оставят в покое, да. А что вы имеете в виду? Давайте попробуем узнать, о каком покое он заботится, и о чем он... Ну, просто люди уже устали от того, что одни политики говорят одно, другие политики говорят Ну, второе, устали. третьи противостоят, Люди живут четвертое... своей жизнью. Я думаю, что да, мы можем о какой-то социальной усталости говорить. Но люди, я не думаю, что они сфокусированно просыпаются утром и сразу давайте включаем радиоточку. Что Но, там происходит вы знаете, в нашем... вот интересно, Если выпусках- выключить вообще все СМИ, Да, которые все говорили бы на политические темы, думаю, да?
Да, Ну, и смотрите, интересно, да, вот хороший интересно. социальный эксперимент. Интересно. Нет, ну, интересную мысль высказал, мне кажется, Александр Тарнавский в эфире ток-шоу Freedom Life. Он сказал о том, что вы даже не представляете, насколько теперь общество политизировано. Ты приходишь на какое-то мероприятие, на день рождения, первое «здравствуйте, здравствуйте», а потом «а вы слышали, что сказал, допустим, Трамп?» То есть общество допустим, Трамп. тоже, тоже включилось вот в эти все Я тоже не вопросы. А как вы, как... Все-таки мы живем в свободном обществе, мы можем смотреть телевизор. Мы не можем сегодня не обойтись без ЦИС. Мы об этом почти не говорили, но это ключевое, как сказать... Начало, от чего все пошло, скажем Да, все так. началось с ЦИКа и ЦИСа, да? Да. И вот завели эту ситуацию туда, где она сейчас и находится, да? Вот на одном из заседаний, где депутаты рассматривали вопрос и принимали решение, так все-таки нам проголосовать за ЦИС или оставить ЦИК. Один из депутатов, Демьян Карасини, сказал, если заменим ЦИК на ЦИС, то это будут последние выборы в Гагаузии. Мы не имеем права это делать, потому что это последние полномочия, которые мы отдадим. Вы, как юрист, дайте оценку Да такому... ничего не меняется. Что ЦИК, что ЦИС. Я думаю, что в одной стране не могут быть двух центральных избирательных комиссий. Она должна быть одна. А остальные все должны быть региональные или советские, как это называется. И это не принципиальный вопрос. Давайте обратим внимание на компетенции. Какие-то компетенции поменялись избирательных ЦИСа, вот по новому закону. Компетенции. Но большее влияние будет иметь Центральная избирательная комиссия Республики Молдова в таком случае. Если, а как она может повлиять? И чем? Скажите, как она может именно повлиять, ЦИК наш молдавский, как он может повлиять на то, что происходит здесь? Что он может дать? Указания? На формирование на процедуру формирования этих органов он не влияет. Но процедура утверждения, как минимум, другая. Должны пройти соответствующие проверку, да, скажем, они и еще... А с чем это связано? А это связано с тем, что электоральная коррупция бывала. У нас была в наших электоральная краях, коррупция. и не только. Мы должны с этой проблемой бороться, и мы должны ее решить. Поэтому это абсолютно законное требование. И это абсолютно легитимное требование. А почему люди боятся? Вот я не знаю, а чего вы боитесь? Ну, Мы не говорят боимся. о том, что... Нет, ну кто противится тому, чтобы ЦИК утверждал? Слушайте, это главный вопрос. Давайте ответим на него. А чего мы боимся? Если окей, все нормально. Если кодекс о выборах теперь приняты, эти изменения приняты, да, если теперь это направлено на то, чтобы бороться с коррупцией, электоральной в том числе, то тогда чему противится Народное собрание Гагаузии, когда отстаивает возможность сохранить ЦИК, как это написано в законе об особом правовом статусе Гагаузии? Я думаю, что это просто прекрасный предлог, который изобрели для того, чтобы запустить вот этот маховик противостояния. Не было бы ЦИКа, было бы что-то другое. Потому что на самом деле, без разницы, как он называет, назови его ты хоть, я не знаю, Курултаем, и ничего не поменяется. Хорошее, кстати, слово. Курултай. Да, это... Благородно Но очень. здесь говорят совет, о том, что совет, это первый шаг для того, чтобы ликвидировать автономию. Нет. Есть ли какие-то сегодня, существуют ли какие-то решения или какое-то желание это сделать со стороны центральных властей, на ваш взгляд? Покажите мне, пожалуйста, одного политика, одного, не двух, кто хотя бы задумывался о том, чтобы аннулировать автономию. Одного покажите. Вы не найдете ни одного человека, который бы не то чтобы заговорил бы это, а задумал. А зачем? На самом деле, если вот мою точку зрения я скажу, я за то, что всем регионам Республики Молдова дали такую же отдельную компетенцию, которая есть и у автономии в Гагаузии. Я думаю, что это нормальный подход к администрации государства, когда мы отдаем компетенции центральных властей региональным. Децентрализация Это прекрасно. Германия так работает. Все нормальные страны так работают. Я хочу, чтобы и эти районы, которые у нас останутся, я не знаю, после этой реформы, пускай имеют те же компетенции. Нет проблем в этом. Зачем забирать? Что ты с ними будешь делать? Как можно из централизовать власть, чтобы влиять? Как да, слушай, а на что влиять? На самом деле вот деньги... на что влияли до сих пор? Да ни на что никто не влиял на самом деле. Всем было все равно. О чем мы говорим? На самом деле все были сфокусированы на бюджетных и на бизнес интересах. Здесь кроется ответ на все вопросы.
Если мы посмотрим, вот каждая отдельная ситуация, вот люди, которые в этом участвуют, вы увидите, у всех, у них там какие-то бизнес-интересы сзади. Ни одного человека, который не имеет какие-то интересы, он в этом противостоянии не участвует. И Константинов, и все остальные. Потому что они получали деньги, и возможность распределять деньги здесь дает возможность распределить так, как ты хочешь. Ну, это понятно. Вот. Да. И тут начинаются уже разного рода варианты. Вот в чем суть проблемы. И если мы будем по закону поступать, вообще не будет воровства. Какая разница? Извините, я живу в Кишиневе, я там родился, я в мэрии не был ни разу. Ни разу не было. А что мне там делать? Сейчас, как развиваются вот эти технологии АСП, они так хорошо работают, что можно и подписать все на отдаленке, и налоги заплатить, и справку получить, не выходя из своего дома. О чем мы говорим? Скажите, что может дать народное собрание или исполком какому-то гражданину? Да ничего. Они никогда в жизни не пересекаются. Это чистая позиционная борьба, чтобы получить доступ над контролем над средствами. А может, стоит на самом деле работать с мэрами и с примарами сел и передавать напрямую эти деньги и городов. И посмотрим, да, в чем роль этих органов. Если мы убираем деньги оттуда, они вообще становятся абсолютно бесполезными. Что они принимают? Они серьезные проблемы не могли решить. Даже в гагаузском языке, чтобы он был государственный, чтобы вы изучали здесь, пока вот не была ваша инициатива, даже этого не смогли сделать. О чем мы говорим? Поэтому Кишинев тоже имеет свою долю вины в этом отношении. Они тоже должны как-то понять, что нельзя оставлять вещи на самотек. Как-то все свыклись с мыслью, ну, там Додон, там коммунисты. Это неправда. Тут есть разные люди. Если здесь будет только Додон и коммунисты, за них только и будут голосовать. Другие тоже должны приходить сюда, показывать свою позицию, объяснять, привлекать избирателей, объяснять, где неправда, где правда. Это очень удобная такая ситуация. Потом как-то все списывать на Шора. Шор появился здесь, потому что здесь никого не было. Если были бы другие участники... И потому что ему позволили. Да и другие бы не позволили. Почему он не появился в Кишиневе, скажите мне? Да потому что много партий. Сначала. Почему ему не позволили? В Аргееве. Он сначала там появился. Но он появился как-то инкогнито в Аргееве. Непонятно, как он там появился. В этом кризисе, который был в 2014 или в 2013 году, по-моему. Я не помню, когда были эти выборы. Но он был пилотный такой проект. Но почему он не взялся за других? Потому что тут не было центральной власти, и местные власти очень легко согласились. Но он попытался и в Бельцах это сделать, но чуть-чуть. Но здесь тоже еще и статус, наверное, надо и не забывать о том, что автономия имеет статус и имеет больше возможностей, чем определенный район. Дает возможность легче разбрасывать конверты направо и налево и манипулировать людьми. С этой ситуацией нельзя соглашаться. Если мы строим нормальное государство, это нужно прекращать. И любой человек, кто раздает конверты, покупает голоса, покупает влияние, он должен сидеть в тюрьме. И нет здесь никакого абсолютно, никаких альтернативных вариантов. Вы знаете, вот я уверена, что нас смотрят люди, которые в том числе имеют отношение к схемам Шора или к сетке Шора, как там ее Сетка, называют? да. Сетка Шора, да. И, возможно, смотрят люди, которые брали конверты от Шора. И, возможно, это люди на высоких должностях гагаузской автономии. И, возможно, они думают, что ой, тихо так меня как-то обошло, и, слава богу, меня не коснулось, там кого-то куда-то вызывали, а меня почему-то нет. Что вы можете сказать этим людям? Тут тоже нужно очень внимательно, не нужно превращать вот эту ситуацию в охоту на ведьм. Потому что могут тут разные есть люди, разные ситуации. Но я думаю, что тот, кто был связан со всеми этими махинациями, они имеют моральное обязательство сделать шаг назад и уйти. Просто уйти. И молчать. Вот знаете, как на похоронах люди молчат, вот так, чтобы они молчали, замолкли раз и навсегда. Но мы видим, что они не собираются этого делать. Потому что это был очень сладкий кусочек. Естественно, сладкий кусочек. И никто не хочет от этого отказываться. Но поймите, дальше никогда больше такого не будет. В стране Молдове больше такого не будет? Вы считаете, что... Я думаю, что мы излечились от этой болезни. За это общество заплатило очень большую цену. Тут вопрос даже не в деньгах, это несущественно. Это социальная цена, которая была уплачена обществом за эксперимент с олигархическим правлением,
она огромная. Я думаю, мы еще будем от этого излечиваться лет 10-15, пока мы снова вернемся в нормальное социальное русло. И больше никто не позволит, чтобы мы вернулись в эту ситуацию. Это абсолютно однозначно. Люди просто не согласятся дальше, чтобы все. Это было, мы это все видели, мы это все понюхали, увидели, с чем это едят, и мы больше этого не хотим. И здесь что происходит в Гагаузии, они пытаются как-то законсервировать ситуацию, играя на фейках, что Кишинев хочет забрать какие-то компетенции. Но если мы посмотрим на реальные факты, вы увидим, у нас нет ни одного заявления, нет ни одного политика, ни одной инициативы, ничего. А если мы еще спросим, какие именно компетенции хотят забрать, вообще в тупик попадем. Или то же самое, что с ЦИКом. Что ЦИК, что ЦИС. Какая разница? Компетенции те же остались. Тут вообще как-то, я думаю, что можно было это еще на уровне парламента в Кишиневе решить, чтобы не доводить ситуацию до этого момента. По-моему, там тоже как-то... аморфно. Не то, что аморфно. Люди просто иногда не думают головой до конца, когда они принимают какие-то решения. Это тоже есть у нас. И, может быть, тогда можно было бы избежать и более мягко как-то подойти к этому вопросу. Или можно было создать бы какую-то совместную группу и вместе работать над этими положениями, разработать конкретно. Но я думаю, что во благо всех будет, чтобы как-то эта ситуация закончилась сейчас. Мы перезагрузили всю систему и начали с нового листа нормально писать. Для этого нужно что-то... Да. Можно? Автономия – это определенный тест на зрелость нашей страны. Я думаю, что да. Выдержит страна этот вызов? А я думаю, что да. Я думаю, что выдержим. Вы знаете, всегда, когда сталкиваешься с какой-то проблемой, кажется, что это кошмар. А когда мы посмотрим назад, слушай, было сложно. Или когда ее детализируешь. Детализируешь, да. Тут есть проблема, конечно, есть проблема. Потому что межличностные отношения, тем более здесь еще межнациональные отношения. Люди разные. Национальное самочувствие, чувство людей. Они очень уязвимы, и люди очень чувствительно к этому относятся. Знаешь, как говорят, что можно кого-то ударить, он простит, а можно сказать такое слово, что никогда не простит. Это очень тонкая материя, тут нельзя подходить ломом. Да? Это очень хирургические операции, подходы. Но общение, я думаю, что тут нужно просто восстановить нормальное общение, и это поможет нам дальше двигаться. К сожалению, канал общения, единственный, который был, Народное собрание тоже само порубило это общение. Я говорю о рабочей группе, которая была когда-то создана и работала, они ее приостановили деятельность. Вы знаете, какой вопрос еще хочу вам задать? А вот мы говорим о том, Шор вот это сделал, Гагаузия вот 2,5 года живет вот после этой электоральной коррупции вот в таком страшном состоянии пребывает. И вроде как Шор ушел, и вроде как он отозвал какие-то свои политическим личностям, сказал, вы уходите, потому что я больше вас не финансирую, я там не работаю. А исполком Шора работает в полном составе, ни один человек оттуда не ушел. Да, и в Народном собрании люди, которые поддерживали все его инициативы. Стоит ли говорить о том, что Шора нет в Гагаузии, если нет, кто почувствовал вкус крови, конечно, его уже излечить сложно после этого. Они почувствовали вкус власти, они почувствовали вкус денег. Неужели вы думаете, что они сами от этого откажутся? Пока нет другого действенного инструмента по перезагрузке, этот исполком будет управлять автономией. И вообще, если мы посмотрим на любую структуру управления, управляют странами и даже автономиями не законодательные органы. Депутаты на самом деле они властью не обладают. Это исполнительный орган, это правительство, в данном случае исполком. Поэтому блокировка любых вариантов по проведению выборов, это означает, что этот исполком будет дальше действовать. И это тоже, это может быть сверхзадачей чьей-то, это может самоцелью. Конечно. Потому что нельзя разогнать исполком, ничего не принося взамен, потому что все-таки процесс управления должен сохраняться, иначе будет хаос. Поэтому, да, возможно, даже это есть. Тут нам нужно разобраться, но люди должны понять, что сейчас вот жизненный интерес, чтобы были проведены законные выборы, которые признались бы Кишиневым, и перезагрузить и собрание, и новый исполком собрать,
и вообще перезапустить все эти процессы на других принципах. Здесь самое главное, чтобы люди поняли, что от них зависит то, какие люди придут в Народное собрание Гагаузии, какие люди придут в исполком, то есть кто станет башканом, и от этого зависит, как дальше будет развиваться автономия. Вот я вам скажу, может быть, наивно прозвучит. Я участвовал где-то в 5 или 6 избирательных кампаниях за свою жизнь, и всегда перед кампаниями... Как член партии? Как член партии, да, разные на местных выборах участвовал, потом парламентские, по-моему, я даже не помню, сколько это было. Досрочные у нас еще там выборы были. И вот все говорят, что, ой, слушай, люди это не поймут, люди народные. Не совсем так. Да, но все-таки есть огромное количество людей, с которыми можно говорить. Они прекрасно все понимают. То, что они молчат, не означает, что они глупые, либо они не понимают на самом деле, что происходит. И вот по моему опыту, да, заходил в какое-то село, может быть, не совсем дружелюбно настроено, но после процесса какого-то общения ты замечаешь, что пару глаз уже на тебя смотрят по-другому. Я думаю, здесь то же самое надо. Надо как-то начинать снизу говорить, конечно, и создавать, как сказать, давление на тех, которые управляют регионом, чтобы они вели себя вот так, как нужно, и на самом деле работали на... А пока давление создают те, которые взяли большинство и которые исполняют... Нет, а пока аморфная ситуация. Просто людям внушили, что, слушайте, все равно ничего не зависит, все ворюги, Кишинев хочет нам зла, все нормально, приедет Путин, освободит нас, и все у нас будет нормально. Это все глупость, никогда этого не будет. Вот чувствуется, что у вас какой-то позитивный настрой внутренний. А что дает вам, вернее, на чем базируется ваше вот это ощущение жить и позитивно быть настроенным в этой стране, Молдове, у которой очень много вопросов и проблем сейчас, начиная от тарифов на энергоресурсы и многих других социальных проблем? Жизненный опыт. Потому что есть вещи, которые можно поменять, есть вещи, которые нельзя поменять. Нельзя изменить цены на энергоресурс. Нельзя. Потому что один абсолютно безответственный человек, авантюрист, решил, что он должен спустить бомбы на 100-миллионную страну Иран. Да, вот это он сделал. Мы за это расплачиваемся из наших кошельков. Вот, пожалуйста, ситуация. Винить правительство здесь? Скажите, а поможет? Не поможет. Они виноваты в этом? Нет. Могут они что-то сделать? Маловероятно. Ну, значит, давайте как-то будем экономить. И примерно к любой ситуации нужно подходить с этого же ракурса. Да, когда есть серьезные проблемы, нужно говорить правду. И нужно всегда быть принципиальным. Но в некоторых ситуациях есть моменты, где нужно быть более дипломатичным. Может быть, как-то нужно углы. Но все равно, почему я как-то оптимистично смотрю на эту ситуацию? Потому что если смотришь негативно на предстоящие вызовы, это как посмотреть в зеркало на самого себя и кривляться, и возмущаться, слушай, почему мне не нравится это изображение. Улыбнись, и тебе тоже улыбнутся. И найдется решение. Ну, может быть, нет, но все равно это будет лучше. А когда мы говорим о таких серьезных и очень чувствительных вещах, как межчеловеческих отношениях, да, здесь нужно особенно деликатно, и подбирать слова нужно внимательно, чтобы кого-то не оскорбить, чтобы кого-то не задеть. Ну, что, как я говорил, можно с другом подраться и потом всю жизнь дружить, но одно слово выронил не то, это может повлиять и на следующие поколения, которые между собой не будут общаться. Поэтому... Спасибо вам большое за участие в этой дискуссии. И очень хочется верить в то, что какие-то юридические вопросы, которых очень много сейчас, как нам кажется, в жизни гагузской автономии. Гагаузия заведена в первую очередь юридически в тупик, потом политически, наверное, или наоборот, от переменными слагаемых сумма не меняется. Факт заключен в том, что надо как-то выходить из этой крайне сложной ситуации, и нужно, чтобы Кишинев и Камрад нашли какие-то точки соприкосновения, где средним и главным будет человек, о котором должны думать все депутаты, неважно когда и кем они были избраны. Это люди, которые получили мандат доверия людей, определять их жизнь в этой стране лучшим образом. Знаете, я почему-то уверен, что нам это удастся. Вот увидите. Мы увидимся в следующий раз с вами, не знаю, через
несколько месяцев. Я очень надеюсь, что Очень мы сможем... хочется ваш оптимизм что мы подхватить. смогли... Нет, я уверен, потому что у нас нет другого пути. Все равно, и независимо от всего мы Но должны... другого пути нет, потому что мы в рамках одной страны живем. Нам комфортно. И я не найду гагауза здесь, или болгарина, или украинца, или не знаю кого, который сказал бы, что мне некомфортно в этой стране. Если люди здесь живут, значит, людям это нравится. Сложности, их очень много. И не только в этой стране. Мы живем вместе более 200 лет, и все нормально себя чувствовали. Ни у кого не было никакого дискомфорта. И я думаю, что и не будет. Но его. жизнь была сложная не только сейчас. Слушай, сложно, когда жизнь была простой. Никогда жизнь... Вот, Сейчас очень много искусственно создается вот этих проблем, очень много искусственных проблем. И вместо того, чтобы сосредотачивать свое внимание на решении важных проблем для человека, нас, к сожалению, некоторые политики вовлекают вот в эти игры. потому что всегда нужно ответить на вопрос, кто из этого извлекает влияние. И, извините, может быть, я очень категорично высказываюсь на этот счет, но это то, что я выучил за свою жизнь. Всегда, когда кто-то начинает манипулировать механизмами, либо он начинает провоцировать какие-то вещи, ищи его личный интерес, и ты его обязательно найдешь. И в том, что здесь происходит, я уверен, что здесь очень ясные финансовые интересы есть у людей, кто манипулирует вот этой ситуацией. И кто-то очень хорошо на этом зарабатывает. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Друзья, мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, говорим, конечно же, вам спасибо, что вы все время этого эфира были с нами. И мне кажется, господин Танасия Александр сказал два очень главных слова. Мне кажется, они очень нужны Гагаузии сейчас. Честные выборы и перезагрузка. Это может помочь оздоровить ситуацию настолько, чтобы мы однажды вздохнули и сказали, да, теперь можно стартовать из чистого листа, что-то делать новое, с новыми депутатами, с новым исполнительным комитетом. И по-новому задумываться над теми проблемами, которые возникали. Оставайтесь с нами. Это проект «Единомышленники» на Гагаuz Медиа. Друзья, если вы не подписались, можете это сделать сейчас. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.